Школа– это слово каждый человек ассоциирует по-своему, но время, проведенное в ней, остается в памяти навечно. Подобно тому, как река начинается с ручейка, школа является истоком, началом начала. В годы борьбы неграмотности в мугдайском наследии в местности Куталах в юрте Сивцева Григория Яковлевича Ликбезе обучалось 30 человек. В 1930 году по инициативе культуполномоченных райисполкома Башарина Георгия Прокопьевича и Сивцевой Александры Иннокентьевны на общем собрании жителей Мугдайского наслега было принято решение о начале строительства здания школы. Работы по мобилизации наслега и организации строительства провели председатель Надсовета Амосов Дмитрий Афанасьевич, секретарь Дьяконов Иннокентий Прокопьевич, председатель стройкома Оконечников Николай Григорьевич. Мастерами были Попов Максим Петрович и Толстоухов Прокопий Петрович. 5 ноября 1931 года, 14-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, школа была готова встретить своих первых учеников. Заведующим начальной школы работал Саввин Андрей Андреевич, впоследствии ставший известным этнографом. В школе было около 120 учащихся. В 1936-37 годах открылись 5, 6, 7 классы. Директором работал Соловьев Василий Сергеевич. В эти годы стояла задача о всеобщем образовании. Школа занималась не только образованием учащихся, но и просветительской и культурной деятельностью и стала культурным центром села. В годы Великой Отечественной войны школа приступила к перестройке своей работы, подчиняя ее требованиям военного времени. Многие учителя были призваны в ряды действующей армии. Из учителей, работавших в школе, участниками Великой Отечественной войны были 22 учителя. Из 7 воинов-орденоносцев наслега 3 из них учителя. Также воевали на фронте 63 выпускника школы. Каждый из них достойно выполнил свой долг перед Родиной, с надеждой и верой в то, о чем писал в своем дневнике Дмитрий Данилович Красильников, имя которого носит наша школа. Я остался жив, выдержал испытания огнем и сталью, прошел через поле смерти, выполнил свой гражданский долг, храня честь в чистоте. Да, война – величайшее испытание всех сил и возможностей народов и отдельных людей. Ой, сколько жертв! Трижды будут прокляты те, кто останутся после войны в живых, если не сделают свою жизнь хорошей, действительно человечной, которой можно было бы гордиться. Они сделают позорное предательство, осквернение памяти миллионов павших на полях сражений воинов, если жизнь свою не устроят согласно тех идеалов, за которые боролись и гибли наши солдаты. В послевоенные годы улучшилось качество и воспитание учащихся. Выпускники 7-летней школы поступили в специальные учебные заведения, а учителя продолжили обучение заочно. По инициативе и руководству председателя колхоза имени Калинина Сивцева Ивана Ильича в 1956 году было построено здание новой типовой школы на 160 мест. В истории республики впервые колхоз на свои доходы построил школу. Об этой инициативе было напечатано во всесоюзных газетах «Сельское хозяйство», «Советская Россия», «Правда». В 1958-59 годах школа стала средней и произвела свой первый выпуск. Эти годы примечательны тем, что начали работать кружки и секции. Были построены общежития учителей, мастерская, начато строительство спортивного зала. Учащиеся первого выпуска обратились к выпускникам школ республики всем классам выйти на производство. В 1958-1960 году
В целях улучшения воспитания детей директор школы Соловьев Николай Саввич выступил с призывом «Школа без второгодников». В эти годы осуществлялась связь обучения с общественно-производительным трудом. В 1963 году было закончено строительство спортивного зала под руководством учителя физкультуры Оконешникова Григория Николаевича. В 1964-1966 годах школа работала как 8-летняя, а в следующем учебном году вступило в строй новое здание интерната, в котором жили ребята из сел Телей и Чотпора. В 1966-67 учебном году школа вновь стала средней. Улучшилась работа ученического комсомольского самоуправления. Дал свои результаты коллектив художественной самодеятельности. В честь 50-летия октября коллектив участвовал на республиканском фестивале. В 70-е годы коллектив школы пополнился молодыми кадрами. В годы работы директором Николая Николаевича Игнатьева была проведена большая работа по оснащению и обогащению учебных кабинетов, обобщению и распространению педагогического опыта, работе с молодыми кадрами. Большое внимание уделялось воспитанию детей в семье, повышению педагогического и методического уровня каждого учителя. Работали по определенным углубленным проблемам обучения и воспитания. Благодаря целенаправленной работе под руководством завуча Слепцовой Екатерины Афанасьевны школа добилась высоких результатов в обучении и воспитании школьников. В 1977 году под руководством Захарова Ивана Степановича и Попова Ивана Григорьевича организован летний трудовой лагерь «Заря», который оказал большую помощь колхозу в заготовке сена. В 80-е годы по всей стране началась реформа общеобразовательной школы. В это время школа в районе является инициатором по таким ключевым вопросам, как методическая работа среди учителей, военно-патриотическое воспитание, тесная связь учебно-воспитательной работы с производством, распространение традиционного движения «Школа, производство, вуз», организация художественной самодеятельности школьников. В 1983 году учителем истории Макаровым Григорием Константиновичем организована археологическая экспедиция, работающая на Дерень-Уряхе, Малом Патоме и других местах. А в 1985 году по его инициативе открыт Краеведческий музей наследия. 3 ученические бригады под руководством учителей Захарова Ивана Степановича, Коротких Владимира Ивановича, Барашкова Ивана Егоровича успешно организовали летний отдых и труд учащихся, перевыполнив план. В 1987 году директором Могудайской средней школы назначен Иванов Владимир Петрович. Основываясь на идеях и концепции национальной школы и программы РКИ, школа обогащала свою программу развития, которая была утверждена экспертным советом Министерства образования Республики Саха-Якутия. С 1 марта 1996 года приказом Министерства образования школе был присвоен статус авторской школы Ивановых «Багасана». В это время школа добилась новых успехов. Так Николай Николаевич Терютин стал призером всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», а работы учениц Оконешниковой Александры Фоминичны побывали во Франции, Корее. В 1997 году Могудайской школе присвоено имя лауреата Ленинской премии, кандидата физико-математических наук Красильникова Дмитрия Даниловича. С 2002 по 2008 год школа работала по программе «Мир». Большой вклад в программу вложила директор Пермякова Дарья Даниловна. В этот период наши учителя Собакин Петр Иванович и Наговицына Анна Федоровна стали победителями конкурса «Лучший учитель» приоритетного национального проекта образования.
В настоящее время школа работает по программе Беленгикен Кесерин Осколота. Также она является одной из опорных школ республики по гражданско-патриотическому воспитанию. В эти годы успешно работали и работают учителя начальных классов Захарова Анастасия Николаевна, Скрябина Дарья Егоровна, Павлова Татьяна Алексеевна, Данилова Сарглана Петровна. Те учащиеся активно и достойно участвовали в разных конкурсах, викторинах и конференциях. На улусных олимпиадах принимают успешное участие наши ученики под руководством своих учителей. По ОБЖ Тарабукин Кузьма Дмитриевич, по якутскому языку и литературе Наговицына Анна Федоровна и Мыреева Надежда Ильинична, по физкультуре Собакин Петр Иванович и Сивцева Дарья Дмитриевна, по истории, обществознанию, праву и экономике Мыреев Сергей Сергеевич, по информатике Абрамов Константин Николаевич, по русскому языку Михайлова Дарья Николаевна и Пермякова Анна Александровна, по иностранному языку Пермякова Матрена Николаевна и Ефимова Юлия Янгвардовна, по технологии Скрябина Сардана Егоровна и Полятинская Сарглана Давыдовна, по математике Никифорова Саина Михайловна и Прокопьева Любовь Егоровна. Активно и успешно принимают участие ученики на старшей традиционной научно-практической конференции «Красильниковские чтения и шаг в будущее» под руководством Наговицыной Анны Федоровны, Оконечниковой Саргланы Нурбустановны, Федорова Анатолия Алексеевича, Смирниковой Марии Ивановны, Оконечниковой Александры Фоминичны, Неустроева Василия Изотовича, Мыреева Сергея Сергеевича, Аммосовой Кынней Григорьевны, Мыреевой Надежды Ильиничны, Поповой Татьяны Александровны, Тарабукиной Татьяны Гаврилиевны, Скрябиной Сарданы Егоровны. В школе особое место занимает неурочная деятельность. Так активно и творчески работали и работают кружки. Кружок Толщана, Оконечникова Александра Фоминична, шашки Сивцев Николай Иннокентьевич, журналистика Наговицына Анна Федоровна, юный техник Неустроев Василий Изотович, джоге Толстоухова Антонина Петровна, юняис Полятинская Сарглана Давыдовна, юный турист Федоров Анатолий Алексеевич, танцевальный кружок Сивцева Елена Петровна и Сивцева Мария Иннокентьевна, военно-патриотический клуб «Орленок», Захаров Иван Степанович, Толстоухов Илья Семенович, Тарабукин Кузьма Дмитриевич и Сивцева Дарья Дмитриевна, легкая атлетика Тарабукин Кузьма Дмитриевич, спортивные игры Толстоухов Ян Федорович, вольная борьба Неустроев Гаврил Алексеевич. Особо следует отметить деятельность кружков «Колькачан» и «Орленок». Ансамбль «Колькачан» – многократный лауреат и обладатель высших наград республиканских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Первым основателем ансамбля «Колькачан» была Захарова Татьяна Егоровна. В начале 90-х годов Кирютин Николай Николаевич и Сивцева Елена Петровна создали танцевальный коллектив «Колькачан», который вырос до народного ансамбля, ставший образцовым коллективом республики. Также хореографами ансамбля работали Барашков Иван Егорович, Толстоухова Мария Павловна, Сивцева Мария Иннокентьевна, Сивцев Иван Петрович, Новгородова Мария Максимовна. На протяжении многих лет наша школа особое внимание уделяла вопросу патриотического воспитания молодежи. У истоков военно-патриотического воспитания стоял Захаров Иван Степанович. С 1992 года ведет свою работу военно-спортивный клуб «Орленок». Из-под его крыла вышло много учеников, имеющих большие достижения. Имя Орленка известно не только в республике, но и за ее пределами. Многие выпускники клуба являются кандидатами и мастерами спорта по пулевой стрельбе. Сегодня клубом руководит Сивцева Дарья Дмитриевна.
Информационным и культурным центром школы является наша школьная библиотека, в которой библиотекарь Татьяна Гаврилина-Макарова проводит выставки, библиотечные уроки и конкурсы. Одной из важнейших составляющих воспитательной работы является тесное сотрудничество с родителями, с родительским комитетом. Эту работу возглавляют социальный педагог Данилова Елена Михайловна и психолог Оконечникова Мария Афанасьевна. Рациональное полноценное питание – основа гармоничного развития детей. Наш школьный буфет является обладателем гран-при Улусного управления образования в 2010 году. Социальным педагогом много лет проработала Амосова Кюнней Григорьевна. Сейчас она является заведующим школьного музея. В результате непрерывной, кропотливой работы Мугдайская школа из года в год в соревнованиях между школами Улуса занимает призовые места. Учителя защищают честь школы и села на улусных, региональных, республиканских мероприятиях. Сейчас в школе учатся 126 детей, работают 25 педагогов, из них 19 учителей и 19 человек вспомогательного персонала. Среди них работают 1 отличник народного образования, 4 почетных работника Российской Федерации, 6 отличников образования Республики Саха-Якутия, 2 стипендиата Международного фонда «Дети Саха-Азия», 2 кандидата в мастера спорта, кавалер Ордена Трудовой Славы 3-й степени, отличник культуры Республики Саха-Якутия, отличник физической культуры Республики Саха-Якутия, стипендиат фонда Баргары, лауреат фонда Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь», в том числе 5 отличников и 16 учителей с высокими категориями. За годы существования школы учились, закончили и поступили в учебные заведения много поколений учеников. Многими из них, работающих на благо своего наслега, Улуса, республики, гордится школа и наслег. В школе постоянно улучшается методическая и воспитательная работа. В этом есть заслуга заместителей директоров по учебно-методической и воспитательной работе. Многие из них в разные годы внесли особый вклад. Последние годы – годы внедрения новых инновационных технологий, новых стандартов образования, наши учителя не отстают от требований времени. Многие учителя являются победителями улусных, региональных, республиканских и всероссийских конкурсов и мероприятий. Образовательный процесс соответствует требованиям, что показывает стабильная динамика ЕГЭ, результаты государственных олимпиад и медалисты школы. В нашей школе больше 10 лет существует замечательная традиция – меценатство. Меценаты, основатели именных стипендий, поддерживают отличников учебы и активистов за особые успехи в учебе, за отличные знания по отдельным предметам, за общественные и спортивные успехи, призерам олимпиад и выставок. Сегодня, достойно сохраняя традиции, коллектив школы стремится к новым высотам, ищет новые пути для воспитания молодого поколения, яркого, целеустремленного и духовно богатого, с уверенностью, что они будут достойными людьми своего наслега, Улуса, республики.